Вы смотрите новости в субботу. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Каждый день от ковид республика теряет 5-7 человек. Новые угрозы омикрон. Почему татарстанцам не нужно расслабляться даже в период снижения заболевания, знает Радик Фархулин. Пора закупаться к Новому году. Очень довольны. Дешево здесь все. В магазинах дороже ведь? Да, там и 45 капуста бывает. Ассортимент товаров и цены увидел Тагир Валиди. Он первым привез в Казань итальянскую кухню и остался здесь навсегда. В те голодные 90-е годы, у нас в Казани появилось настоящее итальянское мороженое, у нас появилась пицца, у нас появились профитроли. За что полюбили основателя первой казанской пиццерии Джузеппе Спарту и как с ним простились, расскажет Лина Зинатуллина. Занятие для каждого и сенсационные заявления. Пройдет большой фестиваль, всероссийский фестиваль. Что сегодня происходило в парке Урам, увидел Дмитрий Аренин. Каждый день от ковид республика теряет 5-7 человек. 85% из тех, кого не удается спасти, это пожилые татарстанцы. Сегодня Рустам Минниханов еще раз призвал к жесткому соблюдению санитарных требований в республике и усилить разъяснительную работу с пенсионерами, убедить их в необходимости прививки от коронавируса. О чем еще сегодня на субботнем совещании говорил президент в нашем первом репортаже выпуска. Темпы прироста заболеваемости ковид в республике снижаются. Эту неделю Татарстан завершает рекордно низкими цифрами заболеваемости ковид. В минувшие сутки 86 новых случаев. Половина заболевших госпитализированы, но это снижение, как отметил Рустам Минниханов, бывает перед очередным подъемом. Тем более по миру распространяется новый штамм – омикрон. Он уже зафиксирован более чем в 70 странах мира. В республике его пока нет. Мы это уже несколько раз проходили. После каждого снижения потом бывает следующий подъем. Каждая новая волна приносит нам новые вызовы и требующих больших усилий, чтобы стабилизировать ситуацию. Рустам Минниханов призвал всех работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Отметил, важно не снижать и темпы вакцинации от ковид. Ежедневная системная работа и по вакцинации, и введение QR-кодов в общественных местах, на транспорте, она дает результат. Кто бы как бы ни пытался сказать, что позволяет нам более в щадящем режиме проводить все наши мероприятия, связанные с Новым годом. Сейчас в Татарстане в достаточном количестве вакцины всех видов. Это более 500 тысяч доз. Первым компонентом привито более 2 миллионов человек. Лица старше 60 лет привито 548 тысяч человек. Это только около 65% от общей численности этой категории. Вот им, этой категории, как никому, в первую очередь надо вакцинироваться. Правительство республики с 20 декабря по 10 января разрешило заведениям общепита работать в ночное время до часа ночи. А 31 декабря до 3 утра. Решение принято с учетом обращений со стороны бизнеса. Провели очень серьезную большую подготовительную работу, в том числе очень многие наши жители QR-коды имеют, уже дисциплина есть. Значит, вот мы такие послабления ввели. Также обслуживание ночное время на вынос, без посещения помещения общепита, доставка заказа. Тоже мы эту систему тоже разрешаем. В республике разрешено проводить детские новогодние мероприятия, утренники в садиках. При этом обязательно строгое соблюдение санитарных требований. Это наличие QR-кодов для лиц старше 18 лет, для персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и родителей. На детские праздники пустят только одного из них. Также обязательно наличие масок, социальная дистанция и термометрия на входе. Радик Фархулин, Дмитрий Аренин, Марат Хусаинов, ТНВ Казань.
Два случая отравления неизвестными веществами сегодня произошли в Бугульме. Так, первый звонок спасателям поступил из квартиры дома по улице 14 павших. Пострадала 45-летняя женщина и ее 4-летний сын. Малыш доставлен в Бугульминскую ЦРБ с отравлением легкой степени тяжести. На место происшествия прибыли врачи Центра медицины катастроф и представители «Газпром-Трансгаз Казань». Информация об отравлении угарным газом, по данным МЧС, не подтвердилась. Во второй половине дня спасателям поступил звонок о еще двух пострадавших в доме на улице Вахитова. Это 40-летняя женщина и ее 10-летний сын. Оба госпитализированы. И в этом случае отравление произошло неизвестным веществом. Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, в том числе проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Света нет, отопления тоже. В такой ситуации уже не в первый раз оказываются жители деревни Озьмушкино Тукаевского района. Виной всему перебои с электричеством. Последнее ЧП на электросетях привело к тому, что у некоторых жителей сломалась бытовая техника. Почему происходят перебои и есть ли выход из ситуации, спросил Дмитрий Аренин. Ежегодно зимой начинается отключение. За минувшую неделю часть Озьмушкина уже дважды оставалась без электричества. Накануне без света несколько часов были около 300 человек. В этой деревне много семей с маленькими детьми. 7 часов в минусовой температуре. Хорошо, там была температура минус 4 всего лишь. И минусовую температуру у нас мы были без отопления. У нас отопление только на электричестве. Фуфайку одели, в шапках. 18 градусов, дома же холодно. Валенки одела. Спать невозможно. Как говорят жители, проблемы с отключением света в деревне уже не первый год, но раньше это случалось не так часто. Вчера до такой степени мы аж прям испугались. Все заморгало, как гирлянды. Но опять же все, отопления нету, ничего нету, света нету. Всю неделю это происходило со среды прошлой. То на 2 часа, то на 7 часов отключится электричество. При отключении полетел у нас скважинный насос. Пришлось его вытаскивать, менять, покупать новую. А вчера уже отопительный котел. Глава Озьмушкинского сельского поселения о проблеме знает. По его словам, подстанция работает на 200%, то есть практически на износ. Это и приводит к перебоям. Это отключение произошло из-за скачка напряжения, потому что соседи этих же жителей, или же сами жители, скорее всего, застройщики, наверное, включают мощную аппаратуру около 500 киловатт. Как заявляют в сетевой компании, отключение связано с перегрузом линий электропередач трансформаторной подстанции. Одна из причин – часть жителей пользуются электроэнергией без заключения договоров, то есть самовольно. Для предотвращения аварийной ситуации техническим руководителем было принято решение о замене трансформатора и увеличении его мощности. После замены перебои с электричеством должны прекратиться. Что касается сломанных из-за аварии бытовых приборов, то и этот вопрос можно решить, считают в компании. Если повреждение оборудования произошло по нашей причине, то есть в момент замыкания, скачков напряжения, перепадов и так далее, есть процедура. Они просто обращаются в энергоснабжающую организацию, в энергосбыт, с претензией могут отремонтировать, все затраты будут компенсированы. Как сообщили энергетики, они уже выявили тех жителей Озьмушкина, кто подключался к сетям самовольно. С ними будут работать отдельно. Дмитрий Аренин, Эльмира Гайнудинова, Тагир Бекметов, ТНВ, Тукаевский район. Цены на товары первой необходимости продолжают расти. Дорожают и овощи, и крупы, и мясо. Сельскохозяйственные ярмарки – доступный горожанам способ сэкономить на покупке продуктов. Сегодня в Казань аграрии из Тюлечинского района привезли свою продукцию на площадку в парке Карима Тинчурина. Там побывал наш корреспондент Тагир Валиди, оценил ассортимент и стоимость самых необходимых продуктов, а также пообщался с покупателями. Говорят, пора закупаться к праздникам. В парке Карима Тинчурина многолюдно с 6 утра. Больше всего покупателей у грузовика с овощами. Пенсионерка Алевтина Романова пришла на ярмарку одной из первых. Здесь она рассчитывает сэкономить и купить все необходимое к новогодним праздникам. Очень довольны. Дешево здесь все. В магазинах дороже ведь? Там и 45 капуста бывает. Вы здесь взяли впрок или просто всего по чуть-чуть? Всего по чуть-чуть, так чтобы пока хватило на праздники.
На сельхозярмарке торговля в самом разгаре. Самые свежие и качественные товары привезли фермеры из Тюлечинского района. Особой популярностью пользуются овощи. Так называемый борщевой набор здесь можно купить с большой скидкой. Капусту и картошку раскупают тележками. Такие ярмарки сейчас, пожалуй, единственная возможность сэкономить. Согласно последним данным Татарстанстата, только за прошлую неделю подорожали 33 вида основных продуктов питания и только 7 подешевели. Рекордсмены роста – капуста, яблоки и рис. В целом, с начала года белокочанная капуста прибавила в цене почти на 150%, картофель – на 90%, морковь и свекла – более чем на 50%, лук – на 40%, яйца стали дороже на треть. Небольшое подорожание есть на овощную продукцию, это, еще раз говорю, сезонное. В принципе, по всем остальным видам продукции мы идем все равно ниже рынка. Весь ассортимент представлен, то есть при любых условиях республика способна обеспечить себя необходимым количеством продовольствия. Мы сюда ездим через каждую неделю. Полный ассортимент товаров имеется. От молока до мяса, картошка, зерна, все есть в полном ассортименте и по рекомендованным ценам. Продукции хватает. С сентября в столице Татарстана действует 15 таких площадок. Только сегодня в город завезли продукцию на 110 миллионов рублей. На ярмарках реализовали около 140 тонн картофеля, более 40 тонн капусты, 23 тонны лука и 15 тонн моркови. Здесь дешево, не отморожен, не разморожен. Они всегда следят за тем, чтобы продукция была даже на морозе качественная. Скажите, а сегодня за какими овощами пришли? Сегодня мы купили капусту. Купить продукты к праздничному столу казанцам нужно поспешить. Уже через неделю, 25 декабря, сельхозярмарки завершают свою работу. Тагир Валиди, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. В Нижнекамске и Альметьевске продолжается возведение полилингвальных школ «Адымнар». Ментимир Шаймиев в Казанском Кремле провел совещание по вопросам строительства. Сейчас ведутся монтажные работы на уровне 3-го этажа. Все идет по графику. Открыть школы планируют в новом учебном году. Кроме этого, в Набережных Челнах начали строить центр дополнительного образования для обучающихся в полилингвальных комплексах всего Закамья. Ментимир Шаймиев отметил, республика задает тон по основным направлениям развития страны в целом, в том числе и в сфере образования. В целом, если взять, то оценить, значит, мы успешно ими справляемся. Недостатки есть. Они кемешлями шунгана хатасы болмайды бейдилер. Татарша ол леглектен дерсетилген сөз. Нам достойно надо вести это направление. Напомним, в Татарстане будет 6 полилингвальных школ и 2 загородных центра доп. Образования. Первые 2 комплекса в Елабуге и Казани приняли учащихся 1 сентября прошлого года. В этом Адымнар открылись в Актаныше и Набережных Челнах. Он первым привез в Казань итальянскую кухню и обрел здесь вторую родину. Сегодня простились с Джузеппе Спартой, создателем первой казанской пиццерии. Он ушел на 78-м году жизни. Легендарный итальянец приехал в Казань в 93-м году и был одним из первых иностранцев, которые построили бизнес в нашей республике. В 90-е он открыл для казанцев вкус пасты и пиццы, тирамису и джелато. А еще показал, как можно любить свое дело и учить этому других. Каким запомнится сеньор Джузеппе, расскажет Лина Зинатульна. В Казанском католическом храме практически нет места. Здесь родные и друзья, и те, кто знал Джузеппе Спарту лично. Пришли и обычные казанцы, благодарные создателю первой в городе пиццерии. В те голодные 90-е годы, да, у нас в Казани появилось настоящее итальянское мороженое, у нас появилась пицца, у нас появились профитроли, тирамису. Этого никто тогда не знал. Казани он подарил кусочек Италии, сам обрел здесь вторую родину. Уже в 2000-м создал отель, встав у истоков туризма в Татарстане. Он поверил в то, что республика будет очень популярна. Он поверил в то, что сюда будет приезжать очень много туристов. И стал делать очень уютно, очень качественно, очень с высоким сервисом гостиницу. Постоянно был либо на ресепшене, либо с гостями, либо спрашивал, что еще улучшить. Это я, это Джузеппе молодой. На стенах кафе фотографии с гостями со всего мира и первыми лицами республики, которые всегда поддерживали начинание Спарты. Как начиналась эта история, вспоминает его бывшая супруга. Наиля с Джузеппе прожили 20 лет и долго работали вместе. Времена 90-х годов они были совсем другие. Это были очень сложные времена. И, в общем-то, мы все преодолели. То есть сейчас это все работает, функционирует.
персонал, который начинал в 90-х годах, до сих пор с нами. Для коллектива он всегда был душой, ориентиром, учителем. Качество, уникальность и доброта. Вот если этими тремя словами руководствоваться в деле, будет как по сеньору Джузеппе было бы. И мы готовы работать в его курсе. Сеньор Джузеппе в последние годы был не единственным итальянским ресторатором в Казани. Шеф Джустино Канджано не нашел сил говорить на камеру. Он потерял наставника. Все, кто пришел проститься с Джузеппе, запомнили его как первопроходца. Советский Союз распался, были открыты границы, и многие вот такие интересные деловые люди поехали в Россию. Россия по сравнению с Европой была же древняя в вопросах, будем говорить, ресторанов, гостиниц и так далее. Он общался с руководством республики. Руководство республики вот им выделило место, и он создал образ, европейский образ, каким должен быть отель, каким должен быть ресторан. Как говорил сам Джузеппе Спарта, чтобы вкусно готовить, нужно использовать качественные продукты, но прежде всего добавить любовь. Он дарил людям радость, и у него это хорошо получалось. Лина Знатульна, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. На нашем телеканале завершается показ первого татарского сериала «Бербер Хель». Последней серии, полюбившейся зрителям картины, уже в понедельник. За историей жизни межнациональной семьи на протяжении 2 месяцев с интересом следят и молодежь, и люди старшего поколения. Фильм снят при поддержке комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и компании «Татнефть». Чем же завершится сериал, мы спросили у его создателей. Когда Эльвира будет готова, сделаем селфи. Как же подписчики нас красивых не увидят, что ли? Мам, счастье любит тишину. Как менялись герои, их взгляды на жизнь, взаимоотношения. За судьбами 3 поколений семьи зрители следили с 25 октября. В этот день на ТНВ и ТНВ «Планета» состоялась премьера первого татарского сериала «Бербер Хель». Интерес к картине появился даже у тех, кто не владеет татарским. Ведь герои говорят сразу на 2 языках – русском и татарском. Мансур Харисович, щегодось, пожалуйста, нам надо поговорить. Куда снова пропадает Харис Бабай? Почему в разгар никаха в семью пришла полиция? Для чего никах во время съемок читали аж 7 раз? Ответы на эти вопросы зрители увидят в последней серии. Я надеюсь, что вся дружная команда, которая работала над этим сериалом, очень ответственно работавшая, сумела осуществить все задуманное, и сериал получился таким, каким он задумался, во-первых, ну и во-вторых, нашел какой-то положительный отклик у телезрителей. Создатели сериала рассказывают, очень переживали, как примут зрители. Отклик картина нашла и у телезрителей, и у интернет-аудитории. Посты, связанные с сериалом «Бербер Хель», у нас не только самые просматриваемые, но и самые обсуждаемые. То есть под каждым постом люди обсуждали и тематику сериала, и героев сериала. То есть они всем полюбились, нашли отклик среди зрителей. Первые 3 серии в рамках промо-акции выложили на канале ТНВ в Ютьюбе. У первой серии почти 80 тысяч просмотров. Для тех, кто не успел посмотреть сериал, еще один показ будет в новогодние каникулы. По многочисленным просьбам после этого все серии появятся в интернете. Развязку сюжета и чем закончится сериал, смотрите в понедельник. Вероника Гайнудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Сегодня победительница розыгрыша национальной музыкальной премии «Болгар Радиус» и получила свой приз – смартфон. Напомним, ею стала Флорида Шахзаддинова из Башкортостана. О розыгрыше она узнала от родственников, проживающих в Татарстане. Флорида признается, приз хотела получить вся семья. День розыгрыша совпал с днем рождения ее дочери. Это стало двойным праздником для Шахзаддиновых. Всегда смотрим ТНВ «Планету» и «Болгар Радиуса» слушаем. Получился большой подарок. Очень радостно, конечно. Я начала звонить сыну, брату позвонила, поделилась.
В Казани прошла церемония награждения конкурса «Жемчужина Татарстана». Он проводится среди женщин с ограниченными возможностями здоровья. Финалистами в этом году стали 10 девушек из разных городов республики. На оценку жюри они предоставили свои творческие номера и видеовизитки. Титул «Жемчужина Татарстана» в этом году получила Тамара Осина из деревни Акчишма Альметьевского района. Милюша Петрова, занявшая второе место, получила возможность стать общественным помощником главы Минтруда республики. Когда женщины, девушки больны, причем достаточно тяжело порой, но не хватает сил, энергии, желания жить, творить, не опускать руки и показывать еще пример другим, зажигать других и говорить «я могу» и действительно делать, это, конечно, очень мощный такой позитив для не только самих участниц этого конкурса, для всех, у кого порой опускаются руки. Сначала думала, идти, не идти, в итоге решила пойти и добилась того, что я в себе что-то изменила. То есть поборола свой страх. Да, этот конкурс, конечно же, подарил мне очень много знакомых. И самое главное, я поняла, насколько я богатый человек, потому что в организации, в помощи этого конкурса, моих творческих номеров, фотосессии и визитки мне помогало огромное количество людей. Я очень богатый и счастливый человек. В Казани сегодня стартовал фестиваль уличной культуры «Урам». Это первое масштабное событие, которое прошло в новом крытом комплексе «Экстрим-парка». Показать свои навыки приехали около 1000 молодых людей из разных городов страны. Мастерство умельцев уличной культуры оценил лично Рустам Миниханов. Чем удивил его малыш-велосипедист из Карелии, расскажет Дмитрий Аринин. Поклонник паркура и акробат цирковых представлений Денис Семенов раньше свои навыки оттачивал летом и в гимнастических залах. Сейчас благодаря крытому парку можно заниматься круглый год. В гимнастических залах не получится найти такие фигуры. Самое главное – это тренировка, как в джунглях, в каменных, на улице, в городе. В залах все-таки все мягко, неудобно. Фестиваль уличной культуры объединил более 1000 ребят из разных городов страны. Это велосипедисты, скейтбордисты, танцоры, художники, мастера ручной работы. Все площадки обошел и пообщался с молодежью Рустам Миниханов. Как дела? Мама его привезла, потому что нравится тебе здесь? Точно? Давай, Лень, разработка, да? Занимаемся школой. С ребятами стараемся от мала до велика воспитывать и приобщать к спорту. Самым ярким событием сегодня стало световое шоу и выступление BMX-райдеров. Провели классное световое шоу, я такого еще не видел, но в Казани 100%. Парк «Урам» – самый большой экстрим-парк в России. Площадь его крытой части 8000 квадратных метров. На 2 этажах все сделали, как хотела молодежь. В Казани самый лучший парк вообще в России. Почему? Вот. Во-первых, большой масштаб. Во-вторых, это радиус, правильные фигуры. Приехал в Казань, потому что, во-первых, женился, а во-вторых, потому что здесь есть такое крутое место, к которому чувствую большую привязанность и любовь, так же, как к своей жене. Накануне парк «Урам» был объявлен победителем в номинации «Место молодых» Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Главная оценка – это то, что молодые люди могут прийти и спокойно, свободно с 10 утра до 10 вечера провести время. Летом следующего года в парке «Урам» планируется провести всероссийский фестиваль уличной культуры. Помимо экстремальных видов спорта, это уличная культура, это касается и уличных художников, и уличных музыкантов, которые вместе съедут сюда и в течение 3-4 дней фактически будут, придадут такой вот федеральный, всероссийский масштаб нашему экстрим-парку. Фестиваль продолжится завтра. Пройдут соревнования по паркуру, танцам и компьютерным играм. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Казани зажигаются первые елки. Сегодня зимний городок открылся на Кремлевской набережной. Одно из самых излюбленных туристами мест посещает около 10 000 человек в день. Здесь же на следующей неделе заработает один из самых длинных катков в Европе. А где искать настроение уже сегодня, узнала Лилия Кашфарова.
Сегодня на Кремлевской набережной зажигали не только иллюминации, но и будущие звезды хип-хопа. Приехали из Сызрани большой компанией на фестиваль, а вечером решили зарядиться новогодней атмосферой в самом центре Казани. Наконец-то погода начала радовать снегом, и когда видишь такую красоту вокруг, то, конечно, новогоднее настроение присутствует. Новогоднее настроение чувствуют и жители города. Эта очередь малышей уже заряжена на главный предновогодний ритуал – стихотворение Деду Морозу. А вот и сам волшебник на новогоднем поезде приехал, чтобы зажечь огни на первой елке. Раз, два, три! В поисках настроения замечены гости и из соседних республик, из Дальнего Востока. Конечно, стараемся и сами поднимать себе настроение перед Новым годом. Хватает всего, и снега хватает, и всего хватает. Настроение есть, да, подарков хватает, все ярко, светло, много людей. Впереди 2022 год, знаменательный в городе Казани спортивными мероприятиями. Мы решили как раз приурочить городок к этой тематике. И в этом году разработали концепцию проведения больших новогодних игр. По списку для настроения поиграть, погулять, сделать атмосферные фотографии. Уже на следующей неделе откроется и самый длинный каток в Европе. Ну а для всех, кому не хватает новогоднего настроения, мы поймали самого главного волшебника. Дедушка Мороз, что ты хочешь сказать нашим зрителям? Желаю вам счастья, здоровья, успехов и всего самого-самого доброго. Лилия Кашфарова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Вот так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Также больше новостей вы найдете на наших ресурсах в интернете, на наших страницах ВКонтакте и Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. Nissan в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. У ребенка боль в ушах, не дышит нос и часто болит горло? Обратитесь в медцентр здоровья семьи. Опытные лор-врачи-эксперты, лечебные манипуляции, хирургические операции. Казань 204 2 700. Здравствуйте! Погода вновь готовит сюрпризы. На этот раз вслед за оттепелью надо готовиться к морозам. По данным сервиса Яндекс.Погода, воскресенье в Бугульме, Бавлах, Азнакаево температурный режим будет по-зимнему комфортным. Особенно за городом, с небольшим минусом. При этом начнет усиливаться ветер, и он закружит метели. Немного подморозит и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Не обойдется без снега, особенно во второй половине дня. В предстоящие сутки станет чуть прохладнее в Агрызе, Менделеевске, Актаныше -5, но температура по-прежнему превышает норму. В Арске, в Кукмаре, Балтасе ночная и дневная температуры схожи. Также 5 градусов ниже нуля, пройдет снег, после обеда усилится. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске днем снег. Вечером синоптики обещают метели, будьте осторожны на дорогах. В Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше температура понизится на несколько градусов, -5, также пройдет снег. В понедельник без существенных изменений в погоде, а вот через пару дней в республике значительно похолодает. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание и оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций.
В Казани по-прежнему облачно. Ожидается снег, местами метель. Ночная и дневная температура около 4 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Магнитное поле Земли спокойное. И еще одна полезная информация. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. В аптеках Farmland с 20 по 30 декабря 2021 года скидка 20%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хороших и теплых выходных в кругу близких. До свидания.